Доброе утро всем тем, кто встречает наступивший день вместе с «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Пятница, конец рабочей недели. К концу приближается и последняя неделя календарного лета, поэтому давайте сегодня успевать сделать все, что мы на лето планировали, но до сих пор не сделали. Ну, во всяком случае, все, что возможно сделать за сегодняшний день. Расслабляться будем уже завтра-послезавтра, а сегодня еще честный труд, ну, если можно так выразиться. Ну, а календарный день сегодня у нас 29 августа, если вдруг вам это интересно. Мы в течение почти что часа будем сегодня рассказывать что-то новое и интересное, приготовим вкусную еду, которую можно с утра поесть, она очень к этому подойдет. Пообщаемся с большим количеством гостей, чуть больше, чем обычно, ну и темы у нас тоже будут разнообразные и очень важные. Например, одно из таких топовых – это, конечно же, забота о своем здоровье. Поэтому оставайтесь с нами в течение этого времени. Лишним для вас это не будет, а даже наоборот, поможет настроиться на хороший день. Ну а в течение дня будьте с нами в нашем телеграм-канале. Там тоже много всего интересного в течение дня выходит. QR-код на экране, сканируем, подписываемся, и жизнь будет прекрасна. Ну а по традиции начнем эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 14 до плюс 22 градусов. В Заречной группе плюс 14, плюс 25, в Южных плюс 12, плюс 17, в Вилюйской группе плюс 13, плюс 19. В Нижнеленских от 14 до 23 со знаком плюс, в Западных от 12 до 20 градусов тепла, в Колымы-Индигирской группе Улусов от плюс 5 до плюс 22. В Янских от плюс 11 до плюс 23, на северо-западе от плюс 8 до плюс 11. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра была 12 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается дождь, ветер восточный 4 метра в секунду, а температура воздуха в течение дня будет в диапазоне от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро! В эфире новости. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. В Республиканском реабилитационном центре Якутска проводится поддержка и реабилитация членов семей СВО. Реабилитацию прошли 589 человек. Сегодня в учреждении находятся 8 детей и 8 взрослых. При поступлении дети проходят комплексную диагностику. Кроме индивидуальных занятий проводят мастер-классы и социокультурные мероприятия. При поступлении дети проходят комплексную диагностику, где проводится тестирование психологического состояния ребенка, но и также его актуальное развитие. И вот по этим тестированиям составляется маршрут реабилитации, по которой ребенок проходит реабилитацию. То есть со взрослыми проводится параллельно другая работа, с ними очень много работает психолог. У нас выделен специальный психолог, это Винокурова Ульяна Васильевна. Проводится очень много мастер-классов, кроме индивидуальных занятий. Фармацевтам тоже придется отрабатывать после учебы. Такой законопроект Минздрава уже поддержала правительственная комиссия. Если его примут, он начнет действовать с марта. По задумке ведомства, не только выпускники медвузов, но и фармацевты, которые учились на бюджете, будут обязаны отработать 3 года после окончания учебы. В случае отказа выпускники должны будут компенсировать государству затраты на обучение, а также заплатить штраф. Эксперты говорят, что рабочих мест может не хватить. К июлю в России было всего 6,5 тысяч госаптек. Это лишь 7,5% от всех аптек в стране. Россияне испытывают стресс после работы. Об этом заявил почти каждый опрошенный сервисом работа.ру. При этом треть граждан рассказали, что нервничают ежедневно. Каждый пятый несколько раз в неделю, и только 4% россиян почти не тревожатся. Каждый третий гражданин рассказал, что справиться со стрессом ему помогают обучающие видео и мастер-классы, чтение полезных материалов, онлайн-курсы, а также видеоигры и подкасты. Стоимость цветов перед 1 сентября поднялась почти на 17%. Средний чек при их покупке 18-25 августа составил
3800 рублей. Цена на авторские букеты выросла в среднем на 15,5%. Стоимость монобукетов увеличилась на более 20%. В даты перед 1 сентября дополнительный прирост может составить 2-3 процентных пункта, считают эксперты. Спасибо нашим коллегам, но мы продолжаем. Здоровье – это основа всего. Нашей энергии, настроения, успехов в работе и личной жизни. И, к сожалению, здоровый организм нельзя купить, но можно сохранить его, если вовремя позаботиться о себе. С этого года в России в рамках национального проекта начали работу обновленные центры здоровья для взрослых. Чем они отличаются от обычных поликлиник, какие обследования там можно пройти быстро и, главное, бесплатно, и как записаться на прием. Сегодня обо всем этом постараемся узнать у нашего гостя. У нас в гостях в студии Сарглана Титова, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, давайте начнем с самого главного. Для чего вообще вот эти центры были созданы? Что это такое? Как они выглядят, скажем так? По всей нашей стране открылись эти центры в рамках национальных проектов продолжительной и активной жизни. И основной целью является это увеличение жизни, продолжительности жизни у нашего населения. И с этими задачами открыли центры здоровья, которые будут сохранять наше здоровье, увеличивать количество людей, которые ведут здоровый образ жизни. И тем самым они будут корректировать, заниматься в основном корректировкой поведенческих факторов риска, вот как курение, пагубное потребление алкоголя, избыточный вес, нерациональное питание и низкая физическая активность. А в нашей республике, где такие центры можно найти, куда обращаться? То есть во всех ли, может быть, хотя бы муниципальных образованиях, в районах муниципальных они есть, или пока это так немножко так, в небольшом количестве они открылись? На сегодняшний день работает, функционирует 9 центров здоровья для взрослых и 2 центра здоровья для детей. Вот взрослые центры здоровья есть в городе Якутске по адресу улица Бестужева-Матлинского, 1. Республиканском центре общественного здоровья и медпрофилактики. В городе Мирном, Алдан, Нерингри, Ленск, Мегино-Кангаласский район, Тампонский район и село Намцы. В наших крупных районах мы открыли уже взрослые центры здоровья. А вообще вот в целом человек пришел в такой центр, да, ну, допустим, что его внутри там ожидает, к чему готовится, скажем так? Во-первых, это очень быстро, за один день, не надо ходить несколько дней. И это процесс как бы продолжением диспансеризации является. Да? Это профилактические медицинские мероприятия. До сих пор факторами риска корректировкой так сильно никто не занимается. И участковая служба, к сожалению, у них очень большая нагрузка. И сами понимаете, вот приходишь к врачу, и врач не может долго обращать внимание на пациента. А в центре здоровья как раз будет заниматься врачи. Там дополнительно будет анкетирование проводиться, чтобы выяснить, углубленно изучить факторы риска, дополнительное обследование, в том числе биоимпедансметрия. Это анализ состава тела, процент жировой, мышечной массы, процент воды, за счет чего избыток веса у человека может быть, а также спирография и смокилайзер для оценки функций внешнего дыхания у курящих людей. И самое главное, это врач будет проводить углубленное профилактическое консультирование, то бишь повышение у человека мотивации, как бороться с этими факторами риска. А также дополнительно в нашем центре здоровья есть врач-диетолог, который может конкретно, индивидуально каждому пациенту отрабатывать суточный рацион, как правильно питаться. То есть поможет скорректировать меню? Скорректировать меню, да, если сказать по-простому. А также у нас есть профессиональный медицинский психолог, который будет помогать пагубными привычками. Бороться с ними. Да.
Ага. Ну вот вы одну тему так подчеркнули, что как продолжение диспансеризации, то есть, допустим, обследование в центре здоровья, это, вот я хотел задать вопрос просто на течение нашей беседы, да, чем посещение центра здоровья отличается от поликлиники, то есть, в принципе, это продолжение той же диспансеризации, которая проходит в поликлиниках, но там уже другие проблемы изучаются и, собственно, корректируются. Основной целью диспансеризации является как раз вот выявление факторов риска и неинфекционных заболеваний. И вот если неинфекционными заболеваниями занимаются врачи, участковые службы, терапевты и узкие специалисты, а мы занимаемся как раз-таки корректировкой факторов риска. То есть это, по идее, комплекс, Да. две половины одного целого. Можно правы. так сказать. Ага, тогда вопрос, как можно попасть, потому что даже по своему опыту, вот я проходил диспансеризацию в поликлинике, меня вот прям не говорили, все, теперь идите в центр здоровья там. То есть нужна какая-то предварительная запись или просто можно там в любой день прийти после той же диспансеризации, на следующий день зайти в центр здоровья, сказать, вот, хочу продолжить изучать свое здоровье и делать его лучше. Мы уже процесс налаживаем по городу Якутску в поликлиниках. Если вы проходили диспансеризацию и у вас выявили факторы риска, они автоматически, доктор любое удобное у вас время сразу записывает электронным способом. А если человек сам хочет просто, вы уже давно прошли диспансеризацию, тогда не было центра здоровья, вы можете обратиться, позвонив в единый контакт-центр Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия по номеру 122. А районы, где есть центры здоровья, тоже могут по телефону 122 их автоматически направить, где они живут. А другие районы, которые есть желание, могут обратиться к нам. В городе Якутске. То есть, в принципе, в город Якутск могут приехать, пройти. Ага. И вот тут другой еще вопрос, что вечная проблема, опять же, с диспансеризациями. Как это не корректировали, вроде бы пришли к тому, что официальный выходной человеку могут дать в день проведения диспансеризации. Как быть работающим людям, потому что часто нас останавливают от посещения подобных центров, подобных вообще процедур. Это то, что это рабочий день, и нужно либо отпроситься с работы и так далее. Предусмотрено ли что-то, что, да, дается какой-то выходной? Одной из основных задач нашего проекта является как раз корректировка факторов риска, в том числе работающего населения. И с этой целью наши центры здоровья будут выезжать на местах, в предприятия. И в связи с этим я призываю руководителей организаций быть заинтересованными, чтобы их работники были здоровыми, и выходить в медицинские учреждения, подавать заявки, и совершенно бесплатно с обеих сторон удобное время приедут специалисты и прямо на рабочем месте проведут наши мероприятия. Это, мне кажется, самый идеальный вариант, потому что, да, всех за один день, даже если не всех, но половину коллектива за один день проверить, и потом никто не будет бегать там. Да, можно я пойду, а завтра, а я теперь пойду и так далее. Отличное решение. Светлана, спасибо вам за эту беседу. Информативная была, мы многое узнали, я думаю, телезрители тоже много узнали, причем очень важной информации. Мы желаем вам на сегодня хорошего дня, и успехов в работе, в дальнейшей, в принципе, центров здоровья, потому что они, в принципе-то, существовали до этого, просто сейчас уже это более глобально начинает. Да, новый виток в истории. Спасибо вам. А вообще здоровье начинается с мелочей, и это касается не только регулярных медицинских обследований, но и правильного питания. Как говорится, мы — это то, что мы едим, и если вы заботитесь о своем самочувствии, то завтрак играет в этом не последнюю роль. Сытный и полезный завтрак — это не миф, а реальность, которую можно воплотить на собственной кухне. Сегодня мы поделимся с вами рецептом идеального утреннего блюда, которое не только порадует вас своим вкусом, но и подарит заряд энергии на весь день. Скрэмбл на тосте — это не просто яичница-болтунья на хлебе, это настоящее произведение кулинарного искусства, которое готовится быстро, легко и получается невероятно нежным. И что особенно важно, это блюдо богато белком и другими полезными веществами, необходимыми для здорового начала дня. Сегодня мы будем с вами готовить скрэмбл. Это определенный вид приготовления яичницы. Сегодня я расскажу все нюансы, постараюсь объяснить, как его правильно сделать, чтобы получилось то, что должно получиться. В общем, для приготовления мы берем сотейник, берем 4 куриных яйца и разбиваем их сюда в сотейник. Масло мы сюда не добавляем.
И мы добавим сюда ложечку творожного сыра. Можно заменить на творог, можно вообще обойтись без этого ингредиента, но с творожным сыром получится более лучший вкус и более нежная текстура. Поэтому ложечку творожного сыра сюда добавляем. В чем нюанс приготовления скрэмбла? Скрэмбл готовится на медленном огне и, вообще переводится как скоблить. То есть нужно постоянно помешивать нашу массу на низкой температуре. Масло сливочное мы пока не добавляем, добавим его в середине процесса приготовления. То есть включаем огонь и начинаем постоянно помешивать, пока не получим нужную нам консистенцию. Если есть опасения, что у вас скрэмбл все-таки подгорит, таким методом приготовления можно делать вообще на паровой бане его. То есть ставить сотейник, набирать в сотейник воду, ставить какую-нибудь мисочку железную, и в мисочке железной, собственно, разбивать туда яйца и начинать все это дело перемешивать. Тогда температура будет еще меньше. Мы добились нужной консистенции, то есть яйцо у нас начинает скоблиться. Мы начинаем добавлять туда сливочное масло. Обязательно перед добавлением сливочного масла сотейник снимаем с огня. Добавляем 2 небольших кусочка. Масло у нас растворилось, все, мы снова снимем. Добавим туда специи. Все, и добьем нужную консистенцию. Отрезаем пару кусочков. На сковородку наливаем чуть-чуть растительного масла и добавляем немножко сливочного. Ждем, пока это все растопится. Одно сливочное масло добавлять нельзя, потому что у него плотность больше, чем у растительного, и при температуре сливочное масло начинает гореть. Соответственно, его всегда нужно добавлять с небольшим добавлением растительного масла. Все, с одной стороны у нас уже начинает появляться нужный нам колер. Мы переворачиваем на другую сторону. И сверху выкладываем наш скрэмбл. Наш скрэмбл готов. Всем доброго утра и приятного аппетита. А правильное начало дня – это не только вкусный завтрак, но и физическая активность. Как говорится, движение – это жизнь, а утренняя зарядка – это ключ к бодрости и энергии на весь день. Если вы уже приготовили завтрак, то пусть он вас немного подождет. Все-таки подкрепиться будет более уместно после физнагрузок. Тем более, что много времени зарядка от нашего спортивного инструктора не займет. Доброе утро! Сегодня день начнем мы с разминкой с палочкой для осанки, укрепления спины, мышц, чтобы спинка у нас была ровная и красивая. Как раз это актуально деткам и подростковому периоду. Ванечка, возьмем палочки, начинаем ходить и дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. И на последний вдох, выдох. Ручки наверху оставила и за спинкой пошли. Раз, наверх. 2 наверх. И таких можно 10 повторений сделать. Наверху остановились и на цыпочках пошли, стопочки размяла. Раз, 2, 3, 4. И раз, 2, 3, 4. Палочку за спинку Аня завела, молодец. И пошли на пяточках, на пяточках, на пяточках. Носочки наверх. Во, раз, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Сделали вдох. И выдох. Перед собой палочку держим. И как балерина пошла, ножки
стороны пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И последняя на стопы. Это у нас Мишка косолапый. Мишка косолапый как ходит. Во. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Ножки прямо. Положили и корпусом потянулись. 3, 2, 1. Вниз пошли с тобой. Хоп, максимально. И наверх. Еще раз вниз. И наверх. Пошли на правую сторону. Корпусом потянулась. 3, 2, 1. Поднялась. Второй. И третий. В другую сторону, Анечка. Пошли в 3. Левую. Раз. Тянемся. 2, 3. Поднялась. На выдохе вдох медленно, выдох. И третий раз вдох и выдох. Тем самым мы проснулись с тобой и растянули все тело. А палочку берем за спину. Взяли сзади хватом. Пониже сделай. Давай, я тебе помогу. Вот. Одна вниз ушла. И вверх-вниз пошли. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ручки поменяли. Поменяла. Во, молодец. И пошли. Раз, два, три, четыре. Вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Поставили ручки. И давай с тобой грудные мышцы растянула. 3, 2, 1. Молодец. В другую сторону. Хоп. 3, 2, 1. Давай пойдем на ноги. Растянули. 3, 2, 1. И другая ножка. Тянемся. 3, 2, 1. И завершаем комплекс на весь корпус тела и на нижние. Пошли. Раз, вправо, влево тянем. Хоп, хоп, хоп. 3, 2, 1. И пошли тазобедренный. Раз, ножками. 2, молодец. 3, 4, 5 и 6. Палочку поставили и немножко разогнали лимфу. Попрыгали. Хоп. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И вот с таким простым приспособлением можно взять черенок от лопаты или от швабры и сделать такой комплекс. Всем хорошего дня, Аня, помаши. Физические нагрузки – это не только забота о собственном здоровье. Спортивными событиями можно ознаменовать, например, какие-то праздники. Например, 13 сентября в рамках празднования Дня города Якутска в столице республики впервые состоится всероссийского масштаба забег «Этноран Якутия». Отличительной особенностью забега является возможность участия в национальных и традиционных костюмах народов России. Сегодня подробнее об этом нам расскажет Марина Богословская, соорганизатор забега. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, начнем с того вообще, что за «Этноран». Мы говорим, что это всероссийский масштаб. Возможно, у наших зрителей, кто немножко не в теме бегового сообщества, я думаю, в беговом сообществе уже все обо всем знают, но тем не менее мы хотим расширить эти знания. Что это за забег? Это только какой-то забег, который на территории Якутска пройдет, или это уже такое всероссийское масштабное явление? Я с удовольствием вам расскажу про это замечательное мероприятие. Вообще, это проект наших коллег из Республики Татарстан. Мы дружим, мы общаемся, у нас есть и еще совместные проекты. Но вот «Этноран» — это тема, которую наши татарские друзья, они проводят этот забег с 2021 года. Но в этом году они решили масштабироваться и провести это мероприятие одновременно, ну не день в день, конечно, но вот в этом году, сразу в 5 национальных республиках. Это Татарстан, это, конечно же, Якутия, Удмуртия, Марий-Эл и Бурятия. В Удмуртии уже прошел забег, Татарстан бежит в начале октября, ну а Якутия побежит в день города Якутска 13 сентября. Ну, здорово, то есть мы в таком едином порыве с многонациональными республиками. Ну, здорово. Ну, как бы настоящий «Этноран» получается. Нет, это, во-первых, «Этноран», и, во-вторых, это наша республика, это не секрет, да. Самая многонациональная, да. Более 120 народов проживает на территории Якутии, и поэтому этот проект очень всем нравится, и побегут люди разных национальностей. К нам уже подключились диаспоры национальные. Это будет праздник спорта, праздник дружбы. Ну, и это будет очень колоритно, учитывая, что допускается бег в национальных костюмах. Это, я так понимаю, тоже во всех забегах допускается, или это уже фишка наша? Нет, это, конечно, немножечко все-таки такая спортивная история, и бежать 10 километров в национальном костюме, наверное, не слишком будет удобно, поэтому у нас есть дистанция 10 километров для спортсменов подготовленных, есть дистанция 5 километров для начинающих, для любителей, есть дистанция 1 километр. Это вот как раз история про национальный колорит, но не то, что... Ну, я не знаю, конечно, будут разные варианты, кто-то побежит полностью в национальном костюме, кто-то с элементами, допустим, любой вариант. И еще у нас есть замечательная детская дистанция
500 метров. Кстати говоря, слоты на нее уже закончились. 500 метров, дети с 3 лет до 14. Это будет очаровательная история. Ну, мне кажется, вообще во многих забегах детские слоты заканчиваются Да, первее всех. в первую очередь, как оказалось. Детям нравится спорт, стоит сделать Детям вывод, мне нравится кажется. спорт, и родителям нравится, чтобы их дети участвовали в каких-то таких массовых мероприятиях, которые именно про дружбу, про здоровый образ жизни. Это очень хорошо. А если вот говоря про костюмы, да, вот заметили очень важную вещь, что 10 километров в костюме вряд ли пробежишь, Ну да, но тем не менее, если будет элемент Да. национального стиля, это не запрещено, Да. конечно. Но если мы говорим про полный, наверное, костюм, ну или достаточно, да, большое количество элементов, даже при беге там, на 1 километр, например, это может быть достаточно сложно. Есть ли какие-то рекомендации, как собрать свой национальный костюм, чтобы было удобно бежать в нем? Да, но дело в том, что мы рассчитываем все-таки на то, что примут участие люди более-менее подготовленные. Очень часто спортсмены бегут в той одежде, в которой им удобно, в которой они тренировались, в которой они уверены. И поэтому, если поверх будут еще элементы национальной одежды, это может быть какой-то головной убор, это может быть, ну, я не знаю, какой-то жилет или пояс, или какое-то украшение, да, на груди. Любой вариант допустим, но мы посмотрим, мы сами очень ждем этого мероприятия. Заинтригованы, сами себя заинтриговали. Да, мы заинтригованы, но видим, какой большой интерес люди проявляют, активно регистрируются, поэтому все будет хорошо. А теперь вопрос уже такой более прагматичный, касающийся горожан, которые с бегом на «вы», а может быть где-то бег существует, а мы где-то слева. Как правило, такие забеги проходят по улицам города Якутска. Понятно, что это будет день города, и, возможно, уже какие-то планируются в рамках самого дня города перекрытия улиц. Где будет проходить забег, чтобы мы понимали не только даже, что нужно обижать, а куда прийти посмотреть, потому что кто-то приходит посмотреть. Да, мы ожидаем вообще большое количество фанатов этого вида спорта, болельщиков. Мы стартуем и финишируем на площади Дружбы, около театра оперы и балета. Бежать будет комфортно. Основная часть трассы проходит по проспекту Ленина, с захватом частично Старого города и улицы Ярославского. Почему? Потому что у нас дистанции 10,5 километров, и их надо набрать, поэтому вот чуть-чуть мы так делаем такой крюк. Но это наши достопримечательности основные, наши площади красивые, поэтому все будет комфортно. Ну, про Старый город, кстати, да, хорошо сочетается, опять же, с Днем города. Да, тем более, что мы ждем гостей и из других регионов, потому что регистрация идет, и нас активно поддерживают наши коллеги, спортсмены из Татарстана. Вот буквально с сегодняшнего дня у них тоже стартует информация о нашем забеге, поэтому мы ожидаем гостей. А есть ли, может быть, уже какие-то подтвержденные регистрации участников из других регионов? Ну, Татарстан приезжает точно, это точно. Это точно. Да. Ну, как бы родоначальники, Да, это да, рано, да. да, почему бы и нет. Опять же, важный момент, награда победителям. Хотя, насколько мы знаем, в забеге главное пройти дистанцию, там уже Да, получаешь и медаль особенно вот финишера. небольшие дистанции, такие как вот наш 1 километр, это не совсем про спорт высоких достижений. Да. Это скорее про участие, про здоровый образ жизни, про дружбу, как я уже говорила. И на финише все получат участники вот такие прекрасные медали. Вот это с красной лентой это для взрослых, и с голубой лентой это для юных финишеров. Ага. И причем даже на ленте отдельно написано «юный финишер». Да, да, да. Не просто финишер. Помимо этого, возможно, какие-то для лучших бегунов, уже говоря про дистанции 5-10 километров, предусмотрены тоже Да, награды? конечно, потому что наверняка будут спортсмены, которые придут первыми, и для них приготовлены сюрпризы, подарки, дополнительные награды. А также будет дополнительная награда за лучший один или несколько, сейчас мы об этом думаем и с партнерами это обсуждаем, за лучший национальный костюм. Я Да, так да. и думал. Поэтому, дорогие друзья, даже если бегаете плохо, у вас есть шанс получить награду в забеге, даже не забег. Да, да. Что Да. как бы... Но это, опять же, привлечение к бегу. Это Да, привлечение к и вот спорту. еще как бы особенность этого нашего мероприятия, это то, что когда мы финишируем, на этом все не закончится, а будет концерт силами национальных диаспор, детские коллективы очень хотят выступить на этой площадке. Это же День города, это все-таки Да, такой да. городской праздник. Обязательно будет выставка, ярмарка, поэтому приглашаем всех принять участие в этом празднике. Ну и завершая беседу, да, мы узнали, что ноги, как говорится, ноги у бегового события растут из Татарстана. В этом году они расширили географию. В следующем году, не знаете, вообще планируется ли вот эта расширенная география стать ежегодной? Ну, это наше совместное мероприятие с администрацией города Якутска. И, в принципе, вот на наших совещаниях уже звучит пожелание сделать этот забег ежегодным.
Ну, вот сейчас мы проведем первый раз, потому что мы очень волнуемся, для нас это новое мероприятие. И я надеюсь, что все получится хорошо. Если все будет хорошо, то мы постараемся каждый год радовать горожан этим праздником спорта и Ну, дружбы. здорово, тем более он не просто отличается от всех праздников спорта за счет вот этой колоритности, Да, опять же, да. национальных костюмов и такой заточенности под дружбу именно народов. То есть такой редкий забег, который со своими смыслами какими-то. Да, Это очень с глубокими смыслами. Да. Ладно, спасибо вам большое. Мы надеемся, вам. что будет огромное количество участников, и самое главное, будет это все красиво, ярко и феерично. Встретимся на старте. Я очень надеюсь. Вот. Ну а мы продолжаем. Знаете ли вы, что сегодня, 29 августа, по одной из версий, начинается Новый год по древнеегипетскому календарю. Древний Египет оставил после себя множество загадок, и система летоисчисления одна из них. Особенность календаря заключается в том, что египтяне ввели отсчет лет не от определенной даты, как мы вот сейчас, а от начала правления каждого нового фараона. Когда фараон умирал, счет начинался заново. А Новый год у древних египтян был тесно связан с природными явлениями. Многие исследователи считают, что он наступал с разливом Нила, и французский египтолог Гастон Масперо утверждал, что это происходило именно 29 августа. Так что если вдруг вы уже с нетерпением ждете Нового года, несмотря на то, что лето еще даже не закончилось, в помощь вам древнеегипетский Новый год. А о том, какими еще знаменательными датами отмечен сегодняшний день в календаре, узнаем далее. На календаре 29 августа. Сегодня Международный день действий против ядерных испытаний. По народному календарю Спас нерукотворный. Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Этот день в истории. Освящен Успенский собор Московского Кремля. Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл. В Советском Союзе введено заочное высшее образование, а также состоялось испытание первой атомной бомбы. В этот день родились Павел Брюлов, русский живописец, пейзажист, архитектор, Борис Метерлинг, бельгийский писатель и драматург, нобелевский лауреат, Вернер Форсман, немецкий хирург, нобелевский лауреат, Ингрид Бергман, шведско-американская актриса, Боб Биман, американский легкоатлет, олимпийский чемпион, и Майкл Джексон, американский певец, танцор и автор песен. Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Герасим, Степан и Яков. А теперь на очереди наш музейный гид. Сегодня по традиции узнаем об одной из картин, представленных в экспозиции Национального художественного музея, а также окунемся в историю того, кто на ней изображен. Многие из исследователей Северного морского пути жили в эпоху перемен, переломную эпоху, когда старый парусный флот уходил в прошлое, а новый железный паровой флот только набирал силу. И эта смена, она шла очень тяжело и медленно. Появлялись новые корабли, появлялись новые требования к эксплуатации, к организации флота. И в этих условиях формировался Макаров Степан Осипович, флотоводец, потомственный офицер, чей портрет мы видим на выставке «Арктика как искусство». Макаров Степан Осипович – полярник, исследователь, океанограф, ученый. Он был горячим сторонником освоения морского пути новыми судами, ледоколами. И он был новатором, и благодаря поддержки его друга, ученого Дмитрия Менделеева, он обратился к министру финансов Сергею Юльевичу Витте за финансовой поддержкой и смог его убедить. Вот так был построен первый в мире ледокол, который назвали «Ермак». В 1901 году Макаров совершил первое пятимесячное путешествие-экспедицию на острова Франца Иосифа к Новой Земле. И этот ледокол он стал
таким спасательным судном, потому что он спасал многих из ледового плена. И Макаров написал даже большой труд, который назвал «Ермак во льдах». А еще ранее, в 1886 году, Макаров совершил кругосветное путешествие через Атлантический океан. Обогнув Южную Америку, он прибыл во Владивосток. И, конечно, он собрал большие исследования. Один интересный факт из его биографии, что, оказывается, Макаров, применив английскую семафорную азбуку, переложил ее на русскую азбуку, немножко удлинив ее, но при этом сделав такую систему, выработав быстро запоминающуюся. И матросы могли передавать в минуту до 101 знака. И если не было флажков, то матросы передавали знаки своими бескозырками. Макаров Степан Осипович – это, конечно, такая большая, яркая фигура в истории России. Он был патриотом. Приходите в музей открывать новые страницы истории России. Что ж, ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы вновь готовы рассказать о последних новостях. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях к этому часу. В Якутск прибыли около 30 профессоров и 5 академиков медицины для участия в 8-м съезде травматологов-ортопедов Дальневосточного округа. Специалисты обсуждают инновационные технологии в лечении и делятся опытом уникальных случаев протезирования. Эксперты отмечают лидирующие позиции Якутии в области травматологии и ортопедии. Помощь населению дальних, крайнего севера и дальних регионов, реализация мобильных бригад хирургических – это вообще практически новое, то, что есть сегодня в стране. И работает он вот в том виде, в котором оно должно быть только у вас. Во всех остальных территориях не пытаются пока копировать. Появился первый компьютерный вирус с искусственным интеллектом. Он называется PromptLog и может заражать любые гаджеты. Разработчики антивируса рассказали, что вирус использует модель от создателей GPT-чат. Нейросеть сама пишет вредоносный код программы, которая крадет или блокирует важные файлы на компьютере, а потом требует выкуп. Специалисты говорят, что вирус пока похож на тестовую версию и массового заражения не обнаружено. Это первый в истории случай, когда хакеры используют нейросети для создания вирусов. Команда Мохсогол Бирджигистяхской средней школы имени Афанасия Осипова блестяще выступила на военно-патриотических соревнованиях «Зарница 2.0» в городе Хабаровске, заняв первое место. Теперь они будут представлять республику на всероссийском уровне в Волгограде. Для подготовки ребят работает тренировочный лагерь по всем этапам соревнований «Зарница». Второй год подряд команда становится чемпионом по Дальнему Востоку в категории «Огневая подготовка». На прошлой неделе к нам приезжали инструктора с города Якутска. Они помогали к сложным этапам, как БПЛА, как медицинская подготовка, как индивидуальная, так и тактическая и топография. Большое спасибо им. И большое содействие тоже у нас помогают наши коллеги. Это военно-патриотический клуб «Орлан» и военно-патриотический клуб «Сокол». Им большое спасибо. В Якутске впервые будет представлена серия картин по легендам долины Туюмада, созданная в классической технике академической живописи. Картины Миры Аргуновой экспонировались на 121 выставке в 6 странах мира, включая 40 персональных. Также будут представлены пейзажи, написанные в разных уголках Якутии, и картины по мотивам сказок и мифов. Выставка будет представлена до 22 сентября.
Я рада представить вниманию зрителей 45 картин, 37 из которых представлены на персональной выставке впервые. В том числе серия картин по легендам долины Туймада, созданные при поддержке общественного движения по сохранению родного языка Сахат-Ла-400. Также в экспозицию вошли уникальные этюды, созданные прямо на съемочной площадке фильма «Тагын-Дархан». И этюды, созданные во время всероссийского пленэра «Дорогой северных пленэров». Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Бальные танцы – это искусство гармонии, грации и выразительности, которое покоряет сердца зрителей и помогает раскрывать внутренний потенциал каждого исполнителя. Но что же нужно знать родителям, которые хотят отдать своего ребенка на танцы? Какие качества важны для танцора? Сегодня эти вопросы мы обсудим с экспертами. У нас в студии Виктория Рудковская, мастер спорта России, вице-чемпионка мира, чемпионка Европы по бальным танцам, и Вячеслав Ефимов, пятикратный чемпион республики, руководитель и старший тренер танцевально-спортивного клуба «По парам». Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, будем вокруг обучения детей, да, или тренировки детей, как это правильно будет сказать. Но, тем не менее, вот, Виктория, по вашему опыту, наверное, все-таки будет немаловажным нашим зрителям, которые думают детей отдать в бальные танцы. Расскажите вообще, как ваш мир, как ваша жизнь в мире бальных танцев началась? Я, на самом деле, пришла очень поздно. И по нынешним меркам это прям совсем поздно. Я начала танцевать в 12 лет, перепробовав все виды спорта. И пришла и сказала маме: все, вот это мое. И семимильными шагами, то есть прям вот год за годом, я уже через 3 года была в сборной России. Да, то есть получилось, мой старт был практически сразу мощным, поэтому у меня не было времени на подумать, на раскачаться. Это то, что сейчас дети, да, очень долго раскачиваются, начинают любить танец. Я сразу... Как говорится, в середину реки... Я в горы просто. Причем самостоятельно, сама бросилась и поплыли, да? А вы вот опять же сказали, что перебрали несколько видов спорта. А что зацепило в бальных танцах? То есть, в принципе, я не думаю, что из всего перечня спорта вот танцы оставались последними, что не попробовано было. Ну, это было практически так, что это было последнее, потому что была и гимнастика, и фигурное катание, и бег, и хореография, прыжки на батуте. Знаете, и уже как педагог сегодня я могу сказать, что танец, конечно, это потрясающее и искусство, это работа мозга, это координация, это чувство ритма, это взаимодействие партнеров. И как педагог, как психолог сегодня я могу сказать, что обязательно танцевать и детям, и взрослым всем. Нужно, да? Да. Эх. Упустил я эту возможность. Еще не поздно, еще не поздно. Призадумаюсь об этом. Ну вот теперь уже поговорим больше, опять же, с точки зрения тренерства, да, но с ретроспективой, да, с вашей жизни, потому что оба вы профессиональные танцоры. Правильно говорить, танцоры, да, будет или все-таки? Или спортсмены? И так. Подходит, отлично. А какие вообще у детей встречаются трудности на пути становления спортсменом? А как преодолевать эти трудности? Ну, наверное... Я бы отметил из трудностей, это такой переходный период, когда ребенок занимается, достигает каких-то уже первых успехов, и начинаются трудности, начинает усложняться программа. И в этот момент есть дети, которые, как сказать-то, пасуют перед своими вызовами и там жалуются родителям: все, я устал, я там не хочу больше дальше заниматься. И там родители идут у них на поводу, и, соответственно, дети бросают. Вот мы бы, наверное, порекомендовали от себя, что детей нужно поддерживать. И, соответственно, когда достигается вот такой период, когда ребенку тяжело, его нужно обязательно поддержать, нужно провести работу с ребенком о том, что это трудности, которые преодолеются, и дальше он будет уже войдет в спортивную программу, будет развиваться, будет, в общем... Здесь главное поддержать ребенка со стороны родителей и не дать ему посануть перед сложными вызовами. Да. Виктория, вот опять же, мы с вами за эфиром поговорили, вы еще и психолог, спортивный в том числе. И вот говоря... Откладывает серьезный отпечаток. Откладывает. Вопрос такой, что вот мы сейчас услышали такое, что иногда дети пасуют перед препятствиями, и как бы иногда родители идут на поводу.
иногда мы знаем такие прекрасные истории спортсменов из разных видов спорта, которые, да, я хотел все бросить, мне не дали, и я стал великим там, чемпионом, спортсменом и так далее. Но может же быть и обратная история, когда, казалось бы, да, ребенок хочет бросить, родитель говорит нет, 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 и это, наоборот, потом какой-то в минус выливается. Вот как, может быть, попытаться хотя бы определить, что сделать в конкретной ситуации? Знаете, здесь сложно сказать, потому что вот у меня, допустим, в работе вообще, ну, представляете, с одной стороны, я тренер, когда, да, мне нужно как бы доделывать результат, а с другой стороны, я психолог. Я все время нахожусь на чаше весов, когда мне нужно балансировать, с одной стороны, услышать ребенка и дать ему пространство для опыта, да, для становления, для воспитания, для развития, для роста, для жизни просто, не только для танцев. А с другой стороны, мне как тренеру нужен результат. И я все время, даже с первых шагов, вообще современные дети, им не просто даже начинать. Отсутствие концентрации, физической нагрузки, да, вот эта вот любовь к гаджетам, им сложно на начальном этапе просто даже какие-то банальные простые шаги, потому что им кажется, что это невероятно сложно. И здесь я практически сразу начинаю диалог с родителем. Уважаемые родители, мы объясняем ребенку, да, что это часть пути. И мы всегда строим на диалоге, потому что, конечно, когда начинается подростковый возраст, это самый тот момент, когда чаще всего дети бросают, да, потому что происходит выбор пути. Я иду, например, в танцы или что-то серьезное, и вот здесь прям очень тонко, очень деликатно. Все равно каждая мама знает своего ребенка. Садиться, разговаривать. Не должно быть, да, там, принципиального, потому что очень часто ведь родительские амбиции — это я хочу танцевать, а не мой ребенок хочет танцевать. И вот здесь вот прям немножко эго родителя уменьшить и попробовать услышать, да, проблема со сложностью или это категорический отказ. Да, одно дело, когда там, сопротивление, тяжело, там, ноги болят, да, это одна ситуация. А когда идет прям психологический надлом личности, то здесь, конечно, нужно быть очень чутким, внимательным родителем, ну и педагогом в том числе. То есть именно вот по этим критериям нужно определить все-таки, если ребенок хочет бросить, это какая-то временная... Ну, я вам честно скажу, я на эту тему могу 1,5 часа разговаривать, да, потому что, конечно, там за 2 минуты сложно объяснить, да, нюансы. целый мир. Да, но здесь прям нужно быть очень внимательным, потому что все равно, если у мамы есть контакт с ребенком, да, телесный, физический, видеть по реакции, эмоциональной, если ребенок там, да, как-то зажимает руки, то есть прям смотреть на тело, потому что мы очень часто, да, ребенок говорит, ну нет, не хочу, все, да, а в этот момент, например, он приходит на тренировку, ему в кайф. Ну, что-то не так же, да, может быть, просто тяжело. А когда прям мы видим сопротивление, и ребенок там на занятиях стоит, стиснутые зубы, да, прям за этим можно наблюдать, и тогда уже разговаривать и выяснять, в чем проблема. Ну, то есть, если вот мы говорим, опять же, про случаи, если мы там, вроде бы, ребенок упирается, а потом на тренировках родитель может его не видеть, то есть, в какой-то степени тренер здесь тоже должен распознать вот такие моменты. Конечно, но я, например, прям честно скажу, я с каждой тренировки, я ужасный тренер, и я делаю огромную работу с родителями, я с каждой тренировки отправляю родителям видео, как занимается ребенок. Да, то есть я понимаю, что я делаю себе хуже, потому что потом они привыкают и говорят, а где сегодня видео? Да, но я хочу, чтобы родитель тоже видел, как меняется, как развивается ребенок, и чтобы они понимали, да, какой процесс тяжелый, потому что ведь, ну, это труд, это каждодневный труд, и не все быстро получается. Ну вот немножко отойдем от темы, наверное, детства, потому что сказали фразу «танцевать нужно всегда и в любом возрасте». И вот Вячеслав тоже, да, как тренер, наверное, со взрослыми людьми вы тоже занимаетесь. И, ну, и даже если нет, все равно какие-то есть общие ориентиры. Что бы вы посоветовали людям, которые хотят начать заниматься танцами? Пускай это уже не дети, пускай это взрослые люди. Мне кажется, где-то у кого-то все равно в душе теплится. Вот, а если бы немножко потанцевать, да. Ну, взрослым, наверное, нужно посоветовать не бояться сделать первый шаг. Это самый сложный процесс из всего. Причем вот. Взрослым это сложнее сделать. Взрослым это сложнее, потому что много стереотипов, много уже какого-то опыта, бэкграунда, поэтому каждый приходит в зал для того, чтобы немножко расслабиться, погрузиться в какую-то другую атмосферу, вот, пообщаться с людьми, потому что это, как правило, получается сообщество людей, которые пришли из разной сферы. Вот, и у нас очень интересно. Танцоры — это вообще, в принципе, уникальные люди. Они общительные, они открытые. Энергичные. Вот. Да, энергичные, все делятся своей энергией. Ну, что ж, спасибо за этот разговор. Я думаю, у кого-то мы сегодня, может быть, даже заразили не только в плане детей, но и вообще танцами. Вам желаю успехов в вашей работе, хорошего дня, конечно. Вам, дорогие зрители, желаем отличных выходных. И в конце эфира, конечно же, послушаем музыку. Проходят дни, пролетают
смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Посмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказать. Не спеши, подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по